значит, собрание наших друзей из Ленска. Они в составе казачьего батальона «Скиф» через несколько дней отправятся в зону специальной военной операции. Но они уже, ну сейчас я представлю, а потом мне слово еще скажу. Это у нас Елена Александровна Шейн, прапорщик запаса у нас в Ленске. Николай Дмитриевич Надеев. Он уже 6 лет после выпуска возвращается. Сергей Иванович Шестаков наш. Наш поэт. И там неоднократно было. Сережа, наверное, уже 15 или 16 15. Несколько книг написал. Одно до столетия он сегодня прочитает. Очень нравится. Разрешите слово для доклада. Представить под красным знаменем октября к победе социализма секретарю Якутского городского комитета партии, секретарю Лескова по диалогии народному депутату Госсобрания ЛТВ Иннокентию Ивановичу Каравану. Сегодня, 6 ноября 2023 года, исполнилось 80 лет освобождения города Киева Красной Армией. С чем я, конечно, хочу вам напомнить этот юбилей. В то же время, хотя Виктор Николаевич был против, но я должен напомнить, что сегодня день рождения у Губарева Виктора Николаевича. Геннадий Андреевич Зюганов прислал краткую телеграмму. Разрешите ее зачитать. Дорогой Виктор Николаевич, примите мои самые теплые поздравления с днем рождения. Мои самые искренние пожелания долгих, радостных и счастливых дней и лет, пожелания стойкости и побед в нашей общей борьбе за будущее России. Всего доброго вам, Виктор Николаевич, и вашим близким, уюта и тепла вашему дому, удачи и успехов во всех делах и начинаниях. С уважением, руководитель фракции КПРФ в Государственной Думе Российской Федерации, председатель ЦК КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов. А теперь я приступаю к краткому докладу. Доклад, я надеюсь, будет не очень большим. Сегодня мы отмечаем 106-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, событие, которое, на мой взгляд, является не только самым выдающимся в 20 веке, но, скорее всего, во всей истории человечества. Ибо эта революция явилась началом новой коммунистической общественно-экономической формации, именно с которой, как отмечали основоположники марксизма, и начнется подлинная история человеческого общества. Все, что было до этого, было предысторией. И это случилось 106 лет назад, когда впервые цепь капитализма была прорвана в самом слабом звене, и в нашей стране наступила вот эта эпоха. Карл Маркс уже в начале 70-го года пришел к глубокому убеждению, что в России неизбежна и близка грандиознейшая социальная революция. А Фридрих Энгельс добавлял, что она станет поворотным пунктом во всемирной истории. Человеком, который явился гениальным продолжателем учения Маркса и Энгельса, создателем революционной партии большевиков и, наконец, руководителем этой самой грандиознейшей революции в России, а затем и образования первого в мире государства рабочих и крестьян, был Владимир Ильич Ульянов Ленин. Поэтому 6 лет назад, когда весь мир отмечал столетие нашей революции, все приверженцы социализма отдавали должное и гению Ленина, и заслугам советского государства и советских людей. История Советского Союза, столетие которого мы отметили в 2022 году, охватывает по историческим меркам не очень большой промежуток времени, всего 74 года, но всемирное историческое значение его существования и его свершений для всех последующих революций и строительства социализма во всех странах имела и будет иметь неприходящую ценность. Победоносная Октябрьская революция и гражданская война, строительство основ социалистического общества, в том числе индустриализация, коллективизация, культурная революция, национальная политика, великая победа во Второй мировой войне,
восстановление народного хозяйства и достижения в научно-технической сфере, овладение ядерной энергией, ракетостроение и другое, прорыв в космос и достижение стратегического паритета с Соединенными Штатами Америки, все это называли советским чудом. На самом деле это был результат освобожденного труда, революционного энтузиазма и подлинного народного творчества, советского патриотизма и дружбы народов, трудовых и ратных подвигов наших граждан, во главе которых стояли такие выдающиеся государственные деятели, как Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин. Настоящим звездным часом человечества, как назвал Стефан Цвейг Великую Октябрьскую социалистическую революцию, стала революция для бывших царских окраин и в первую очередь для народов Севера. В 2022 году мы отметили большой праздник – столетие образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики, у истоков которой стояли Владимир Ильич Ленин и Иосиф Виссарионович Сталин, поддержавшие инициативу первых руководителей Советской Якутии – Степана Аржакова, он первый заявил об этом, Платона Аюнского, Максима Амосова и других. Что дала народам Якутии советская власть? Во-первых, впервые в своей истории якутский народ и другие народы, добавим, нашей республики, обрели национальную государственность. Во-вторых, если исходить из телеграммы Владимира Ильича Ленина, Черопчинской конференции бедноты, которая состоялась в 1921 году, и, кстати, спустя 100 лет Черопчинский райком, по моему предложению, отправил поздравительную телеграмму в связи с этим в адрес съезда, в это время съезд проходил партийный, что было воспринято очень торжественно, да? Вот. Значит, если исходить из этой телеграммы, где говорилось, что раскрепощенные от царистского угнетения, освобождающиеся от кабалы тайонов, якутские трудящиеся массы, во-вторых, значит, исходя из этой телеграммы, якутские трудящиеся массы пробудились после Октябрьской революции и с помощью русских рабочих крестьян встали на путь полного укрепления власти самих трудящихся. В-третьих, Великий Октябрь спас отсталые в прошлом народы Якутии, и не только Якутии, вы знаете, от физической и духовной деградации, поставил их на путь социалистического развития. Из тюрьмы без решеток Якутия за короткий срок стала превращаться в динамично развивающийся индустриально-аграрный регион, являющийся важной частью народно-хозяйственного комплекса СССР. Так, к 1980 году, по сравнению с 1913 годом, валовой продукт республики вырос более чем в 430 раз. Из окраин с почти безграмотным населением Советская Якутия превратилась в республику с мощным культурно-научным потенциалом и высококвалифицированными кадрами. Рост влияния СССР в мире не устраивал наших недругов. Вспомните Алена Даллеса. И даже вот в последнем докладе к 105-й годовщине тут же небезызвестный, конечно, очень популярный президент Кеннеди, да, они вырабатывали планы уничтожения нашей страны, но уже не ядерной войной, которая была смертоубийством для них самих, а другими методами. Поэтому Советский Союз и блок социалистических государств были предательски разрушены, как изнутри, так и с внешними силами, а Советская Конституция и парламент были расстреляны из танков в 1993 году. Но разрушив единую страну, новые российские капиталисты не получили ожидаемой дружбы с империалистическим Западом, а оказались перед лицом агрессивности Соединенных Штатов и их союзников. И сейчас вы знаете, что вот этот агрессивный блок Запада развязал не только войну на Украине, но и развязал сейчас войну на Ближнем Востоке, которая еще более чревата мировым пожаром. И, в этих условиях, конечно, перед нашей страной, в том числе перед коммунистической партией, стала очень серьезная задача, чтобы отстоять сейчас, в данный момент действительно речь идет уже о независимости и свободе нашего государства, но, тем не менее, мы поддерживаем политику президента Путина в вопросе об Украине, тем не менее, мы, конечно, продолжаем стоять за свержение существующего режима и возвращение советского строя и Советского Союза.
Значит, мировой капитализм исторически обречен. Кризис этой системы стал перманентным. Народы мира все активнее поднимаются на борьбу за свои права. Время социализма обязательно вернется. Наследие Великого Октября и могучие идеи социальной справедливости живут в памяти рожденных в СССР, в сердцах их детей и внуков, несмотря на оголтелую антисоветскую пропаганду и либеральную ложь. Борьба за справедливость и народовластие будет нелегкой. Мы это знаем. Но наше дело всегда было и будет правым, и победа в конечном счете всегда будет за нами. Ну, в настоящее время вы знаете, что наша партия значит, постепенно набирает авторитет, я имею в виду, и в стране, и в республике. И несмотря на результаты последних выборов, но в последние годы, говорится, вот в нашей республике, вы знаете, были и очень серьезные успехи. Возьмите 2021 год, победа в Государственную Думу. И несмотря вот на некие, конечно, сейчас неуспешное, скажем, проведение вот последних выборов, оно не говорит о том, что партия, что наша партия, что наше дело, как говорится, теряет опору, теряет надежду у людей. Нет. Сейчас, конечно, вот ситуация очень сложная, связанная с специальной военной операцией, которая, конечно, отвлекает очень много внимания людей. Вот. Но борьба, вот наша программа, наши цели, наши задачи, которые мы ставим перед людьми, они продолжают оставаться актуальными, тем более, что 30 лет, как находится у власти нынешняя либеральная власть, они не могут достичь даже уровня 1990 года Советского Союза. А это был не самый лучший год в нашей истории. И надо отметить, что, значит, вот как отмечает профессор Попович, что вот уже более 30 лет вместо демократии в стране идет усиление эксплуатации угнетенного народа, бесправие, нищета, преследование неугодных, что ведет к обострению кризиса и в конечном итоге приведет к социальному взрыву. Я должен, завершая доклад, сказать, что мы, коммунистическая партия, борясь за свои идеалы, всегда опиралась на широкий круг трудящихся, на настоящий народный фронт. Это и ветераны, ну, например, дети войны, это и женщины, Всероссийский женский союз «Надежда России», это и молодежь, комсомол и пионерия, и многие другие слои населения, которые всегда поддерживали и будут нас поддерживать. Не надо падать духом, надо бороться за свои цели, и победа будет за нами в конечном счете. Да здравствует Великий Октябрь, да здравствует социализм со 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Ура! Спасибо. Сейчас бы мне хотелось слово предоставить ученику Павел Егоров. Павел, мы его знаем. Ты напомнишь школу? Первая школа. Павел Егоров, слово, пожалуйста. Добрый день, уважаемые гости. Хотел бы вас поздравить с 106-й годовщиной со дня Великой Октябрьской революции. И вот буквально вчера я написал стихотворение, которое хотел бы сейчас перед вами озвучить. Великому Октябрю. Велик Октябрь уже тем, что изменил судьбы народов, и сброшен был царизма плен, освободив от сумасбродов крестьян, рабочих, вдохнув жизнь во все окраины России, где проблем было выше крыш, и всевозможные мессии, миссионеры и купцы народы грабили безбожно, увещевая для красы. Жизнь становилась невозможна, но изменилось все когда большевики власть взяли в руки, потом гражданская война, Антанта, голод, чуть на круги нас не вернули, да народ за свою власть в смертельной схватке с великим Лениным исход определил, хоть были шатки еще устои октября, но революция над миром уже как новая заря занялась ставшей вражьим силам, не по зубам на много лет, и с нашей Родиной считались,
что для меня на свете нет, по сей день лучше, мы не сдались. И отмечаем праздник наш, октябрь славим в него веря, чьи идеалы не предашь, мы с ними, как душа и тело, едины только потому, на праздник снова здесь собрались, воздать, чтоб славу октябрю, ведь мы верны ему остались. Все. Молодец! Так, слово предоставляется первому секретарю Якутского республики КПРФ Губареву Виктору Николаевичу. Разрешите мне ознакомить с поздравлением Геннадия Андреевича Зюганова с Днем Великой Октябрьской революции. Дорогие соотечественники, мои товарищи и друзья, от души поздравляю вас с праздником Великой Октябрьской социалистической революции. От души поздравляю вас 7 ноября 1917 года. Залп «Авроры» возвестил начало новой эпохи. Эпохи, о которой мечтали поколения трудящейся России, во имя чего они упорно боролись на протяжении долгих лет. Первая в мире социалистическая революция стала узловой точкой истории. Она изменила вектор развития человечества, положила начало созданию более прогрессивного общественного строя. Следуя по пути, открытому Великим Октябрем, наши соотечественники достигли выдающегося успеха. В истории навсегда запечатлены план Горло и стройки довоенных пятилеток, грандиозная ленинско-сталинская модернизация, знамя победы над Рейхстагом, первая в мире атомная электростанция и первый космический спутник, исторический полет Юрия Гагарина и создание лучших в мире систем здравоохранения и образования. Советская страна убедительно продемонстрировала, когда ценности народовластия социализма, дружбы народов и коммунизма лежат в основе развития, его результаты способны восхитить всю планету. Великий Октябрь не остался в прошлом. Его идеалы живут в тех, кто строит новое, справедливое общество в Китае, Вьетнаме, на Кубе, Венесуэле. Социалистические идеи солидарности и братства близки и тем, кто сегодня, не щадя себя, борется за свободу трудового народа с натовским фашизмом на Украине. Победоносная история партии Ленина заряжает оптимизмом, дарит надежду на то, что силы добра и прогресса одержат верх. Я убежден, Россия вновь выйдет на созидательный путь, путь социализма 21 века. Будем же настойчиво приближать курс нового мира. С праздником, с Днем Великого Октября. Геннадий Зюганов. В эти предшествующие Октябрьским дням Геннадий Андреевич выступил, мы все обратили внимание, изучаем сейчас эти работы на страницах российской печати, в нашей партийной, с некоторыми очень серьезными заявлениями, серьезными материалами, которые отражают сегодняшнюю ситуацию в стране и которые еще раз подчеркивают задачи, которые стоят перед страной и отмечены в программе нашей партии. Ну, прежде всего, о задачах КПРФ по борьбе с фашизмом и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Состоялся Октябрьский пленум. Это был предыдущий майский пленум, а в октябре месяце состоялся Октябрьский пленум, который рассмотрел работу руководителей партии в народных массах. Выступили с докладами первый губернатор, глава Орловской области Андрей Клычков и Валентин Коновалов. Они выступили с докладами о своей деятельности, и еще раз они избраны с хорошим результатом руководителями Хакасии и Орловской области. Там были поставлены задачи конкретные, которые нужно, Геннадий Андреевич еще раз подчеркнул, что нужен опыт народных предприятий, опыт народных губернаторов сегодня. Это действительно опыт, который бюджеты в этих республиках, в этих
областях увеличим, и вакансии увеличим в 2 раза почти, все показатели и уровень жизни народа, они выросли. Потому что заставили платить налоги, значит, очень успехи в борьбе с коррупцией. И, во-вторых, действительно все начало пополняться местные бюджеты, которые расходовались на социальные услуги. Вот было принято решение, мы 14 ноября проведем пленум о выполнении этих задач. Мы с Аяном Ильичем Васильевым присутствовали на этом пленуме, активно общались с нашими товарищами и то же самое проинформируем. И сегодня мы проинформируем на пленуме о поставленных задачах. Следующий вопрос, это судьбоносный, как всегда, принимается ежегодно бюджет нашей Российской Федерации. Вот бюджет Российской Федерации, Геннадий Андреевич, я не буду конкретно подробно останавливаться на этом, но мы сейчас, прошу обратить внимание, с карандашом в руках поработать с этим материалом. Бюджет тупикового курса. В бюджете на 24, 25, 24 годы. Здесь на конкретных примерах Геннадий Андреевич говорит, что это действительно тупиковый путь. И если не продолжит, то не будет воспринята программа Компартии Российской Федерации, программа Победы, которая утверждена на Орловском форуме в этом году, то ожидать результатов трудно, которые бы вывели страну действительно на путь созидания. Вот нужно обязательно очень внимательно посмотреть на эти вещи. Но я несколько цифр назову. Фракция КПРФ в Государственной Думе не поддержала этот бюджет, который темпы роста экономики не превышали 1%. Около 3% сейчас планируется опять, значит, добиться этого роста. Но как говорить об этом, если не выполнены даже задачи предыдущих лет? Всего лишь десятилетия. Менее 1% рост нашей промышленности. Но цифры красноречиво, слово-то может быть красноречиво, красноречие это было бы хорошо, но не с минусом. Из 180 стран России, вот мы отмечаем 106-ю годовщину Октябрьской революции. В годы советской власти наша страна была в 5 ведущих стран мира. 5 по всем показателям, по всем. По некоторым показателям даже по уровню жизни, по росту населения, даже второе место занимает. Среди 180 стран занимает Россия 108-е по продолжительности жизни. Мы умираем на 500 000 в год. Нет прироста в нашей России, нет прироста. На 500 000. 119 место по здоровью, 95 по качеству здравоохранения, 66 место по уровню реальных доходов граждан, 80 место по обеспечению жильем, 43 место по уровню жизни населения. Вот цифры. Вот цифры вот здесь тоже, Геннадий Андреевич, одни из них нельзя не привести просто. Это говорит о том, что не принимается мера в государстве, когда говорят, нет денег в стране. 25 главных российских олигархов только с января по август 2023 года увеличили свои капиталы на 32 миллиарда долларов. 25 олигархов в нашей стране – это какое рассвоение в обществе в нашей стране. А их состояние суммарное 300 миллиардов долларов. Это на 1 триллион больше, чем бюджет Российской Федерации. 25 человек владеет бюджетом Российской Федерации. Ну как вообще можно комментировать эти цифры? Ясно, что они не в карманах лежат, но они обогащают прежде всего их империи. Ну, в нашей республике тоже можно привести пример, когда говорим 110 тысяч у нас средняя заработная плата, но эту среднюю заработную плату получает всего лишь 13% от работающих. Ну, тоже подсчитано есть. У нас 46 в республике
бюджетных миллионеров. Нефтяников, значит, там Газовикова, Алроса, угольщиков. 46 бюджетных миллионеров. Из них 6 человек имеют бюджетные доходы 126 миллионов рублей. Только 6 в год. Это тоже расслоение такого общества. Как можно на государственной собственности, на государственных богатствах иметь такое, значит, такое не может быть дальше. Не может, но чем быстрее оно закончится, тем, конечно, будет зависеть от нас. Мы также в первом чтении в республике проголосовали против бюджета, потому что бюджет на 2024 год уменьшен на 13 миллиардов рублей от утвержденного плана 23-го. Неналоговые доходы представлены с увеличением на 192 миллиона рублей, безвозмездные поступления со снижением на 24 миллиарда рублей. Правительство утверждает, будет ко второму чтению, вот 28-го будут поправки, что-то придет из федерального бюджета, но уверенности мало, потому что Силуанов, значит, наш центральный банк заявил, что на 10% будут уменьшены расходы бюджета в 2024 году. Они, правда, как он подчеркнул, не затрагивают социальную сферу. Но это все тоже от лукавого. На 10% будет меньше. Поэтому и бюджетные трансферы в нашей республике тоже будут меньше. Поэтому мы встречаем, значит, праздник 106-ю годовщину, продолжая прежде всего работать над выполнением нашей программы, которую приняли на Ровском, ведущие, это 10 шагов и 20 шагов для приближения России. Там все конкретно и ясно. Как можно, вот сейчас мы назвали такие 25 человек, имеют такие миллиардные, значит, доходы, но не принимается, значит, вопрос о национализации минерально-солевой газы, не принимается закон о прогрессивном шкалах налогообложения, не принимается закон о монополии на виноводочные изделия, не принимается закон о государственной продовольственной программе и многие другие. Но так дальше не может быть. Поэтому сегодня и население, если мы говорим о сногсшибательном, я извиняюсь за слово, победе Единой России на выборах в Госсобрание РТУМ, президента, главы нашей республики, может тоже немножко приземлить эти цифры. У нас 650 тысяч избирателей, голосовало 320 тысяч, 315 тысяч приняло голосование. Значит, меньше 50%. Около 80% за Александра Сергеевича. Но это 36% от числа избирателей нашей республики. Ну каких 80%? 36% от числа избирателей, которые были. Но это, я не думаю, что надо так до бесконечности хлопать в ладоши. Поэтому так политика ясна. И конкретно партия говорит, что она уже другая. Мы должны последовать за этим, чтобы капитализм зашел в тупик, как говорит президент Российской Федерации. Нужны последовательные решительные меры. Прежде всего, нужно вернуть пенсионный возраст и другому. В республике одна из первых центральных комитетов партии продолжает вопросы, связанные с помощью, не только с гуманитарной помощью. Многие коммунисты, сотни коммунистов сегодня воюют на специальной военной операции. И дальше вот на днях ушел 118-й конвой гуманитарный на Донбасс. Это десятки тысяч тонн гуманитарного груза. Поэтому мы сегодня задачи, которые стоят, это укрепление наших партийных рядов, численность наших партийных организаций. Это нужно придать этому очень, значит, пристальное внимание до конца года. Те заявления, которые лежат, те заявления, которые уже намеревались подать наши сторонники, нужно рассмотреть о приеме их к партии. Ну и все остальные наши показатели нашей партийной жизни. Решите еще раз поздравить всех 106-й годовщины Великого Октября. Завтра в 12 часов мы начнем демонстрацию от мэрии до площади Орджоникидзе. Там подойдем и там проведем митинг на площади Орджоникидзе.
Погода, по-моему, не теплая, но и не очень холодная будет. Но одеться нужно потеплее. Сегодня мы еще начнем готовиться к демонстрации, так что завтра проведем демонстрацию. С праздником борьба продолжается и усиливается. Народ с надеждой смотрит только на Компартию Российской Федерации, на Компартию, нашу партию, партию большевиков, сегодняшний Центральный комитет партии. Я еще раз, вы, наверное, обратили внимание, какие пошли отклики, когда Владимир Ильич Ленин встал на свое место. Вот в пятницу. Там поставили. Там немножко доделать надо, доделается все. Но надо было обязательно 7 ноября поставить этот праздник. Но они подчеркивают это как единство, значит, Дню единства поставили. Ну, это пусть, что хотят говорить. Но 7 ноября Ленин стоит. И многие, ну, вот, и мне звонили, и в WhatsApp. Ленин встал на свое место. Значит, не все потеряно. Будущее за нами. Так и будет. Дорогие товарищи, поздравления продолжаются. Слово предоставляется профессору Филиппову Лазарю Степановичу. Уважаемые товарищи, друзья, в этот торжественный день 106-й годовщины Великой Октябрьской пролетарской революции в России под руководством великого Ленина и Сталина хотелось бы мы прикоснулись в своем воображении к тому великому мгновению истории, перевернувшему доходу средневековой царской монархии, реакции либеральной буржуазии, задавившим свободу, достойность чести человека. Отчаянные революционные действия горстки социал-демократов, вооруженных бессмертным марксистским учением, были услышаны и поддержаны ядром рабочих движений России, рабочим заводов, фабрик, промышленных центров нашей страны. И, представьте себе, произошло невозможное. 7 ноября 1917 года под натиском вооруженных рабочих рухнула диктатура буржуазии, беременное правительство России. Политическая власть перешла впервые в истории любви человечества в руку рабочего класса России. Второй Всероссийский съезд Советов России установил диктатуру пролетариата, и политическая власть в центре местах перешла в руку рабочего класса. Его диктатура формы Советской Советов рабочих, солдатских, крестьянских депутатов была отменена буржуазная частная собственность на средства производства и эксплуатации человека человеком. То есть стала реальностью вековечные места рабов, крепостных крестьян и наемных рабочих. Радостной, благодарной памяти всех народов мира в этот миг засверкали образы великого Спартака, лидера рабов, Томаса Мюнцера, лидера крепостных крестьян, величайших личностей России, Болотникова, Пугачева, Разина, которые поднимали на восстание крепостных крестьян России. Представьте себе, каково было Ленину, Сталину, когда они встали во главе пролетарского государства, отсутствовала практика человечества по строительству коммунистического общества, за исключением 72 дней Парижской коммуны. Перед ним стал со всей остротой вопрос, чего начать строительство коммунизма. Осталой аграрной стране безграмотным наследием. Первоначально было решено ввести коммунистический принцип производства и распределения призывом бутылка молока каждому ребенку. Но поняв ошибочность этого положения, назвав его военным коммунизмом, Владимир Ленин разработал новую экономическую политику, чтобы вытащить страну из кризиса. При этом большевики поручили капиталистам в форме государственного капитализма оживить работу фабрик, заводов. Знали, что если капиталисты быстро сорганизуются, они могут выгнать большевиков. Но рабочий класс России вовремя одел узды капиталистам и заставил их служить диктатуре пролетариата. Великий Ленин 1914-23 год
разрабатывал элементы для составления научного плана строительства перехода периода капитализма, коммунизма в России. Но сам план он не успел разработать. После смерти Владимира Ленина его соратник, последователь Сталин, сконструировал, сформулировал, осуществил ленинский научный план строительства переходного периода от капитализма к коммунизму Советского Союза, который состоял из культурной революции, из коллективизации мелких единиц крестьянских хозяйств, крупного товарного хозяйства, индустриализации всей страны и права нации на самоопределение. Рабочий класс Советского Союза из отсталой аграрной страны без граждан населением сотворил вторую сверхдержаву мира и начал создавать советскую цивилизацию. К сожалению, великий Сталин из-за отсутствия и сложности строительства переходного периода в России, в Советском Союзе, из-за отечественной войны 1941-1945 годов восстановление народного хозяйства не смог воспитать своего теоретического наследника. И, к сожалению, совершал и сам тоже теоретические ошибки. После сталинских руководителей Хрущев, Брежнев, Андропов, Черненко были людьми, далекими от марксистского учения. Они не смогли организовать коллективную работу ученых по изучению, исследованию и развитию марксистского учения. Через 40 лет после смерти Сталина под тяжестью теоретических практических ошибок руководства Советского Союза Советский Союз разрушился. Но опыт Советского Союза, первого государства рабочих крестьян, является бесценным богатством международного рабочего класса, и, мы, думается, еще послужит добрую службу ради благополучия человека, мира на земле. Дорогие друзья, мы вообще-то люди счастливые, мы живем в стране великого Ленина и Сталина, которые засеяли семена спасения человечества от эксплуатации и мира, то есть мирной жизни в мире. Они засеяли семена, которые дадут добрые исходы, и рабочий класс скинет все равно этих капиталистов и всемирно восторжествует коммунизм. Праздник, друзья! Ура! Нас пришел приветствовать с праздником Дмитрий Дмитриевич Тихонов, наш друг, замечательный патриот нашей республики. Мы вас приглашаем. Быйт спамсвелерinde uzmanları deliketliğin bugün öptevlüsü süs altısından ilgisini aldeliği onda bu 11 yıla otonu Yunus'kay süs oduk sağlık olur. Ondan yaldır yapımda olarak ölen bastıkı duruyor Yunus'kı tonan duruyor bu bola. Ben Allah'ın gözünün bayısını şahan görüştüğün, evidenti görüştüğün, bariyer gölgeç Allah'ın doğruydun toyunun kayan, Muhammed Beyazı'da kayan civat boğula. Dünyanın ben bu yakıt İslam'ın Hispanı spağlarken resmi Allah'ın bilgiler bayısı. Gören turan utana Oyunskayt olan biri, bu yıl Allah'ına ruhtur. Evet, hanım Allah'ına melodiyatı Allah'ına tahta oruyunun bayağı lehliğin Allah'tağa Berlin Nestroyat'tan tığınca 962 yıllığa Deniz Tanıvat Suribut bu melodiyatı. Kim de Allah'a kurduk ministrim ha ve benim bilgen öğretmedim. Bunun bağlısı istedim. Onun cevap Vladimir Sevişki sahibi böyle Allah'ın himmet ummanın publika. Aslında Allah'ın meyasın müze yayın sıkılı kısmayı hakkı. Onda 9 yıllar Allah'ın kim baktı bu kısmayı. Dual sensitivity. Oh
Прасковья Васильевна, фамилия Сурья, я это Сурья говорю. Мы на Егеме сахалар битбет, сахалар тексты битбет, интернационал. У нас сахалар, когда меня так угадали, не было. Oh
Пожалуйста. Ütü gününden ümit, ütümanı örübeyde, üsaltahıllah, ümmetinden kabar giden istirahatın eğlendiriyim. Bilge hangalı soğuğun öftöründen üst olan kendimi ünürügütünün mutlulabı. Onunca ehigini göçsen, üyeren köten, enerji alan, ehi sanatın salgırga turun okutken, tokuydaktır. Bir silsileye hem bir pirviçkalar, hem bir rayonları tümsüler bu Respublika Komünistlerin salatatından kiniler terder horuklarından terderge bilene kanları gidanlar daha da balaska hokku diyen bir eti ordukça olan bitirenlerge bebiş sastığılaktar bitir onunla oskola killerlerinden kömüründen kekiren emiye yutulgar terehenlerge bebit sanavıtın, bebit eraddebitin, bebit eter sanavıtın tılbıtın terdebit okurduk. Komsomol günü buldun, öktep günüger, köyü günüger bitirenler bütün ince emiye ehiki kurduk. Bar bütün billeren yutulgar terehenlerge köktaktık kıttabıt. Neden duran bu kadar gitin bihigi kahık tümsülerge bitiren seviyetlere onunla komünistler komitetlerin kahıkların komünist kahıkı bihigi doğumuzda bu silcil
Вот. Onun keler ettiyor östü dağını orduk çoğulan tığ hedlerini elektrike taksa hedjen jonga koştuyun beğat ünağıtın sındatın onu bilgi doğurtamıt kendimiz direkt bulup bu jenerine bit onu bu ham yürülağa sanatlara var onu eder münen yer komünistler komsomollar ben yerden ben yerlere bir yaka küs sefer sınavlar sana salgır. Yine jen turan bu haber gider herhalde bahıva maktal. Сказать сегодняшний день, что у нас во всех в городе Якутске, пусть будет, да, во всех районах, вся работа партийная работа зависит от работы ячейки. У нас очень активно работает партийная ячейка села Улахана, где Иванова Зинаида Ивановна. И вот в последнее время у нас активизировалась работа Актемской и Чапайской. Где Чапай, у нас вот секретарь Раиса Петровна Сосоева, нынче справляла юбилей, и вот 70 лет. И они нашли как сторонника, там у нас библиотека Михаила Ефимовича Николаева, там сидит теперь свой человек, и можно в этой библиотеке какие-то мероприятия проводить. Республиканские даже можно, если заранее все это спланировать, делать. К сожалению, я в последнее время в Якутске нахожусь, и вот вся работа идет у ячеек. И если в каждой ячейке секретарь работает, то и работа кипит. Поэтому большое спасибо нашим секретарям, которые активно работают. Благодарю Раису Петровну. Можете представить у нас Шестакову Сергею Ивановичу, Сережу. Вот он, я уже говорил, что у нас поэт, бывает уже многие годы, там, начиная с 15 года на Донбассе. И я бы хотел, он написал несколько книг, стихотворений, пожалуйста, Сережа. Здравствуйте. Я не готовился, потому что не знал, что придется выступать здесь. Мы приехали из Селенска уже неделю, даже больше, наверное. Находимся здесь, чтобы уйти на СВО с товарищами, с отрядом Якутским казачьим полком. Я волнуюсь маленько. Я, конечно, вас поздравляю всех со 106-й годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Желаю вам всем крепкого здоровья и успехов во всем, благополучия. Ну и хочу прочитать два стихотворения своих. «Путь к миру» называется одно. А я за то, чтоб мир был в мире, и все военные могли всегда стрелять, но только в тире, на радость людям всей земли. Довольно войн, а ты, Европа, что разжигала их века, мы от тебя не слышим вопли, что вновь российские войска вас жестко бьют на Украине, на древней Русичьей земле, чтоб воцарился мир отныне, проложен путь к нему во мгле. Ну и еще одно стихотворение, которое я посвятил СВО. Мороз, окопы, артобстрел, снаряды мечутся, взрываясь, на поле боя много тел уже лежит, не поднимаясь. Пронесся с ревом штурмовик, пустив ракеты из-под крыльев, и вот уже исчез он миг, и враг бежит от взрыва сильных. Я верю, будет он разбит, победа будет за Россией, народ Донбасса будет жить, ведь на земле она мессия. Немало стран за то, чтобы мы над злом победу одержали. Мы сила света, а не тьмы, и наши воины и стали. Спасибо. Israel,
руководители, планы, задачи, получили вообще моральные, физические силы. От сегодняшнего разговора лично я получил. Очень приятно наше настроение. Решите сейчас предоставить слово нашему Валерию Стефанскому, я говорю нашему. Можно продолжать, что это солист, это художник фотоискусства, это художник слова, это депутат Абыйского района. Мы там зависаем за этим-то. Это настоящий патриот, ветеран авиации республики. Пожалуйста, Валерий, без слова. Уважаемые друзья, конечно, вы все меня знаете, потому что я на земле Якутской уже работаю 51 год. А сколько я за это время сделал всего, особенно вспоминаются лучшие годы, когда я был у Валерия Ильича Кузьмина, правой рукой, помогал по молодежи, по комсомольцам. У нас была очень мощная организация комсомольская, мы везде были в лидерах, и он всегда меня хвалил, и вот это недавно материал по мне вышел, оказывается, за 10 лет работы с ним я получил от него 45 поощрений, и обязательно внизу там было написано «с выдачей денежной премии». Но в то время молодому специалисту что нужно было? Конечно, денежка, потому что девчонок было много, их центура надо было угощать. Вот, я, в партии тоже 3 года, как и наша Лена. Вот, в одно время поступали. И я думаю, что не зря это сделал, потому что продолжаю вести активную работу. И вы видите, иногда что эти фотографии дают мои, ну и не пишут, то это, считайте, если фамилии нет, то это моя работа. Вот всю жизнь с 1 класса пою, даже раньше, потому что папа с мамой любители песни были, и всегда компании собирались у нас. Это связисты, они очень такие хорошие люди, и отдыхать умели. Вот и с тех пор я пою, вроде нравится. Но сегодня я настроение поднимаю. Песню эту, конечно, вы знаете, подпевайте. Исполним мы песню. Главное, ребята, сердцем не встретить. Поехали. Оп. Настроились? Главное, ребята, сердцем не стареть, песни, что придумали, до конца допеть. Дальний путь собрались мы, а в этот край таежный, только с самолета можно долететь. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Летчик над тайгою, точек встает, прямо на поляну посадит самолет. Выйдем в такой мир, ступая по-хозяйски, в общем-то зеленый молодой народ. А ты, улетающий вдаль самолет, в сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Где летоветры до снеговик, там совсем недавно геологи прошли. Будем жить в поселке мы пока что не богато, чтобы все богатства взять и зажили. Дай самолет, сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Сейчас
самолеты, выше облаков, мчатся чуть похожие на больших орлов. Мчатся над тобой, я знаю, дорогая, лед нам даешь несколько часов. А ты улетающий вдаль самолет, в сердце своем забереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги. Праздником называйте. Завтра встретимся. Спасибо. Уважаемые друзья, у нас повестка дня исчерпана. Разрешите еще раз горячо и сердечно поздравить всех нас, всех сторонников, коммунистов, наших местных отделений, наших коммунистов, нашей большой многонациональной республики. Пятая часть территории, мы гордимся этим. Более 600 населенных пунктов. И в каждом из них есть наш сторонник. Еще раз, Днем Октября, дело Октября, дело Ленина, Сталина живет и побеждает. И в этом нет никакого сомнения. Торжественное собрание, посвященное 106-й годовщине Великой Октябрьской революции, открытым, но закрытым, открывали, конечно, да, и закроем, безусловно. Но борьба продолжается. Праздником, всего самого доброго, успехов, удачи. Победа, все для победы.